Всем привет! Ну, давайте сделаем такой небольшой обзор, скажем так, да, ножей и непосредственно якутов. Общий вид. Ну, сейчас более, скажем так, детально вот эти ножи я просто пока беру в сторону. Да. Коробка от Эдуарда. Выглядит все приходит так, да. Уже говорил про ножи исполнения украинских мастеров. Выглядит приходит все вот так, да. Соответственно, в ней идет памятка, чей нож, угол заточки, кто производил, когда, какая сталь, сам нож. Ну, единственное, что, конечно, исполнение даже ножен, да, все там красиво, все блестит, но дребезжит, нет вставки. Сам нож. Видим дол, да, это легендарная авторская сталь 95 Х-18 Леонида Есенинского, фирменный знак. Видно, да, что от соли, ну, немножко, конечно, клиночек пострадал. Но выглядит как-то вот так. Кладем. Угу. Теперь для любителей дешевых ножей, как говорят, там, дайте нам там, да, за 5000. Вот так выглядит якут, купленный года 4 назад. Да. Соответственно, вот она сталь. Это и есть сталь Сора 65Г. Вот такой капик. Все тоже сделано. Сделано все. Видим как, да. Вот обратим внимание, как. Вот если хотим, то ваш нож за 5000 будет вот такой. Но тоже режет. Тоже режет, да. Соответственно, кладем сюда. Ну, ножны сделаны так. В таком национальном стиле. Тоже вставочка. Красиво. Так, ну, поехали дальше. РВЛ. Пришел недавно, поэтому так, ну, нож очень острый такой, как называем, гибкий такой, да. Больше похож на филейный, скажем так. Ну, теперь пошли работы. Вот этот нож Х-12МФ покупался на выставке на Клинке. Качество, конечно, ножа само, ну, очень хорошее. Там смотрим, да. То есть даже если взять вот украинских мастеров, то мы видим, как заточка в одну сторону, да. Все-таки на ножах у Эдуарда берем другой нож, все ровненько, все соответствует непосредственно требованиям ножа, а жало у ножа не так уж и все обращают на это внимание. Дальше поехали. Тоже хашечка. Один из любимых ножей. Очень острый, широкий, такое исполнение. Просто замечательное. Да? Теперь смотрим. Вот ручки непосредственно положу, чтобы было видно. Да? Вот обращаем внимание на ручки. Вот здесь это была мое требование.
сделать такие ручки, да, вот длинные ручки на ножах. Я считаю, это очень удобно. Просто очень удобно. Ну вот для сравнения еще положим вот такой нож. Ламинат. Четвертый нож подарил. Он там в восторге от него, тоже была хашечка, да. Поэтому, ну вот этим ножам где-то, наверное, около 2 лет, да. Соответственно, видим, в каком как ножи сохранились, да. И все-таки исполнение. Чуть-чуть дотронем ножны. Да, вставочка, конечно, внутри. Это обязательно. Как он любит говорить, там не дребезжит, да. Вставляешь нож, слушайте, он действительно ничего не дребезжит. И ничего не мешает. Поэтому для любителей, кто там спрашивает и узнает постоянно, как, что. Вот специально снял такое небольшое видео. И для сравнения просто-напросто положил вам ножи. По цене, да, как бы, ну, естественно, Эдуарда продукцию знаете, да, сказал, вот, пожалуйста, там, дешевая, да, скажем так, версия якутского ножа. Этот нож обошелся мне практически то же самое, что и обошлись Эдуарда ножи. Этот нож, конечно, пожалел, да, что деньги отдал, но вот как-то лучше бы еще один нож взял бы у Эдуарда, который был бы рабочий, да. Все ножи, кроме вот этого, повторюсь, все рабочие. Ну, что говорить-то тут? Можно долго говорить там, да, но тем не менее, Эдуард, ну, тебе огромное спасибо за все-таки твои ножи.